Открывая заседание, заместитель Общественной палаты Даниил Убирия проинформировал коллег о содержании открытого обращения инициативной группы к руководству Абхазии. В обращении, в частности, отмечается, что, так как ни одна казачья организация не признала геноцид абхазо-адыгских народов, они не должны участвовать в национальных праздниках нашей страны, кроме казаков-ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Данное обращение вызвало широкий общественный резонанс. Члены Общественной палаты республики считают недопустимым подобные высказывания, так как во время войны наряду с добровольцами из Северного Кавказа одними из первых на помощь к абхазскому народу пришли казаки Юга России. Я чувствую свою вину, что такое вообще обращение появилось. Мы потеряли связь с нашим молодым поколением. Понимаете, мы не смогли до них довести, на грани чего мы стояли. Мы как-то после этой победы, этой эйфории, мы немножко, понимаете, как мы имеем какие-то ошибки, это результат наших ошибок. То, что произошло. У нас такой массовый героизм был в Абхазии. Если каждую историю рассказывать, многие наши ребята и не знают, какими людьми мы имеем дело сегодня, какие заслуги, на что мы шли. Это была непростая война у нас. Понимаете, я хочу, чтобы ребята это прочувствовали, понимали. Это не было просто покорить Абхазию, там установить свой протекторат. Задача стояла уничтожение абхазской нации. Санкции всех великих держав. Даже я помню тот случай, молодые ребята, они тогда, может, маленькие были еще, когда такой был председатель Народного фронта Грузии, господин Натадзе, приехал в Гулерипши, собрал грузин и говорит, Гамарджоба от Абхазии был. Он им хотел внушить местным населением, Абхазия это они, а мы абсуйцы вообще пришли неизвестно откуда. Понимаете, война шла не на война шла на то, что нас хотели лишить Родины. По мнению одного из авторов обращения Дмитрия Габерия, высказывания, нашедшие свое отражение в документе, не беспочвенны. Казачье войско Кубани проводит собрание в актовом зале кабинета министров, и выступает казачий генерал Далуда, да, и вице-губернатор, да, и говорит о том, что если они настоящие казаки, то должны врываться в кабинеты, ломать двери и решать у чиновников свои задачи и свои вопросы. Меня это лично, как гражданина страны, не устраивает. И, по всей видимости, не устраивает около 200 человек, подписантов этого обращения. Дмитрий Габерия также отметил, что ранее обращения против участия казачьих организаций в государственных праздниках республики неоднократно делали представители различных партий. В ответ начальник экспертного управления администрации президента Абхазии Аслан Барцыц подчеркнул, что те обращения были только против казачьей «Черной сотни». Они и сегодня актуальны. Подписываюсь и сегодня под каждым тогдашним заявлением. И подчеркиваю, что «Черная сотня» не может быть никак представлена в Абхазии, ни в какой форме, ни сегодня, ни завтра. По решению Министерства обороны Республики Абхазия казаки Кубанского казачьего войска примут участие в параде, посвященном 25-летию победы и независимости Абхазии. Аля Катрапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.